Песни, шоу-балет, пожаданне кожнаму стаць пераможцай. На таких ярких нотах открылся чемпионат по рукопашным бои, які сёлета проходит у новом формате. Если раньше участвовали только команды уполномоченных государственных органов, членов общества «Динамо», то в этом году мы изменили формат и допустили к участию команды подразделений Министерства внутренних дел. Усяго команд удзельніц 16, 13 з яких подразделений Министерства внутренних справ Беларуси. Министерство внутренних дел развивает служебно-прикладной вид спорта, такой как рукопашный бой, собственно говоря. Он является одним из профилирующих наших видов спорта, который позволяет формировать необходимые навыки для применения в служебной деятельности органов правопорядка. Так само в чемпионате принимают удел команды Министерства по надзвычайных ситуациях, органов пограничной службы и службы безпеки президента Республики Беларусь. Усяго больш за 140 удзельнікаў. У кожнага з іх одна мэта – атрымаць званне лепшага і мацнейшага. Дарэчы, многія майстры ці кандыдаты ў майстры спорту по рукопашным бои, а тому все поединки проходят в упартой борьбе. Данные соревнования вообще чемпионаты вот такие вот, где ребята соревнуются, кто лучше именно в единоборствах, они сильно закаляют дух. Человек приобретает уверенность. Приходится проверить себя на прочность и доказать другим, что ты являешься лучшим. Здесь каждый стремится к тому, чтобы занять первое место, потому что на этом уровне выполняются такие разряды, как мастер спорта. Рукопашный бой для всех сотрудников всех силовых структур является основополагающим. Скажем так, он необходим в повседневной службе сотрудника. Здесь уровень очень высокий, бойцы очень знаменитые есть. И даже с ними, когда выходишь на ринг, ты чувствуешь себя не просто каким-то бойцом мелким, а уже повыше. Пераможцы турніру прымуць удзел у агульным чэмпіянаце краіны па рукапашным баі. Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, Тыгран Накапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».